Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. К чрезвычайным ситуациям готовы канашские спасатели совместно с другими экстренными аварийными службами провели командно-штабные учения. Как функционирует система гражданской обороны и насколько Канаш готов к предотвращению чрезвычайных ситуаций, в сюжете Марины Бариновой. В ходе тренировки отрабатывались вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов и объектов экономики и социальной инфраструктуры. Сегодня мы проводим командно-штабную тренировку. Первая вводная по взрыву газа в жилом доме. По сценарию у нас тут происходит взрыв, обрушение целого подъезда. Есть пострадавшие. Также у нас тут будут статисты, исполняющие роль пострадавших, которых также будут эвакуировать и передавать медикам. Практическая часть учения началась рано. Ровно в 7 утра на пульт диспетчера газовой службы поступило сообщение о запахе газа в жилом доме по проспекту Ленина. Первыми на место происшествия приехала аварийная газовая служба. По плану в это время из-за утечки газа уже произошел взрыв в доме. Газовики тут же перекрыли подачу газа, и в короткое время прибыли все аварийные спасательные формирования. Сотрудники МЧС эвакуировали людей и ликвидировали условное возгорание. Был осуществлен экстренный выезд по месту происшествия. Оцеплен район происшествия. Оказана помощь в эвакуации граждан с соседних подъездов, а также использована следственная оперативная группа для поиска лиц, оказавшихся под завалом, и оказания им помощи. Следующей вводной стало обнаружение в детском саду номер 15 сильного задымления. Эвакуация детей и рабочего персонала не заняла много времени. Все спасательные работы были выполнены в экстренном режиме. Дорожно-транспортное происшествие легкового автомобиля и бензовоза стало следующим объектом, где была проведена оперативная работа по ликвидации возгорания бензина и извлечении пассажиров из автомобиля. По запланированному сценарию диверсионно-террористический акт был совершен в здании городской администрации. В действие было приведено самодельное устройство, распыляющее неизвестное отравляющее вещество. Были отработаны все элементы спасения людей, начиная от эвакуации и заканчивая оказанием первой помощи. В ходе учений все структурные подразделения, задействованные в ликвидации условной угрозы, продемонстрировали свою готовность к нештатным ситуациям, а также слаженные и эффективные действия при ликвидации ее угрозы. Марина Баринова, Павел Шевченко. Вести недели. Сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления пиджаки и галстуки сменили на спортивную форму. На стадионе «Урожай» Канашского района состоялась спартакиада, где активное участие принял коллектив администрации города Канаша. В красивых желто-красных формах в неформальной обстановке готовятся чашлама, шашлыки, праздничный стол. Сплоченной командой подготовились ко всем видам соревнований. Команда Канаша как никогда сегодня дружно собрались для участия на этих мероприятиях. У нас, конечно же, пользуясь тем, что находится рядом с Канашом, почти вся администрация вышла. Некоторые участвуют в спортивных мероприятиях, другие поддерживают. Готовим свой стол для того, чтобы вместе пообщаться. В предварительных соревнованиях мы уже заняли призовое место, 3-е место по футболу. Сегодня будут награждения. А сегодня комбинированная эстафета сейчас проходит, где наши тоже участвуют. И перетягивание каната будет. Я думаю, что команда Канаша достойно выступит. Поздравляю всех с праздником. Сегодня, тем более, День спорта по всей Чувашской республике. И приглашаю всех на спортивные площадки позаниматься спортом и отдохнуть. Успехов! Участников состязаний поприветствовал министр спорта Сергей Шелтуков. Нацеленные на результат, покажем все, что мы можем. Сегодня успехов вам и всего доброго. Спасибо.
Команда города сильна в эстафете, к велогонке и кроссу готовились основательно. Но самым зрелищным соревнованием стал забег лошадей. Среди призов за первое место бык, второе баран и третье гусь. Спасибо вам, канажцам, честно говоря. Спасибо большое, огромное. Такие нам побольше, нам приятно, потому что мы же лошадей же каждый день готовим. Знаешь, таких, это соревнования, когда это самое. Вот меня сегодня глава администрации района приглашал. Знаешь, как приятно. Дай бог, спасибо вам. Спортивный отдых вдохновил на новые победы. В группе команд администрации районов и городов местного самоуправления бронзовым призером стала администрация города Канаша. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. Далее объявления для представителей среднего и малого бизнеса. В целях проведения запланированных мероприятий на 2017 год под программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаше Чувашской Республики на 2014 и 2020 годы принято постановление администрации города от 7 июля 2017 года об утверждении правил предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Имеющим договора лизинга приобретения оборудования, заключенным не ранее 3 лет, предшествующего году обращения, предлагаем участвовать в конкурсном отборе. Финансовая помощь будет оказана по предоставлению пакета документов, требуемых к представлению на рассмотрение комиссии. Возмещению подлежит сумма первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Оборудование должно быть произведено не ранее 3 лет предшествующего году обращения за муниципальной поддержкой. Обращайтесь в отдел экономики администрации города, кабинеты 318, 320, 324 или по телефонам 22701, 22503, 22864. Более подробная информация размещена на сайте администрации города Канаша на баннере «Малое и среднее предпринимательство». А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.